Так, а здесь что-то у нас есть. Что-то тяжелое, походу. Так, крючок. Налим на маленьком крючке. С добрым утром, друзья! Среда, 11 декабря. И у нас опять потепление. Сегодня всего минус 2 градуса. Опять потеплело. И вот такая обстановка на реке Печоре. Как мы видим, она до сих пор открыта в этом месте. Местами она, конечно же, давно уже стоит. Местами открыта еще больше. Но вот это промоина, это на несколько километров, на километров 5, наверное, не дает мне поставить палки там, где я хотел. Ну и ладно. Так, сегодня хорошая новость. Посмотрел электронную почту, пришла лицензия. Надо съездить домой, получить ее. И уже послезавтра я поеду в город Сыктывкар приобретать еще одну единицу гладкоствольного оружия. Если все, дай бог, получится, конечно же, обязательно потом поделюсь с вами. Почему если? Потому что все сроки уже прошли у продавца. Покупаю с рук, и, возможно, ружье уже утилизировали. Вот, ну посмотрим. Будем надеяться, что все получится хорошо. Вот наш вчерашний, вернее, улов. Спрятали под покрывало, чтобы птицы не растащили. И проверим сегодняшние палки. И сегодня мы не будем насаживать, наживлять ничего. Оставим крючки пустыми, потому что уеду надолго, минимум неделю, потому что документы принимают только по субботам, а оружие выдают только по четвергам. Это получается, если все нормально получится, в субботу я сдам лицензию, сдам все документы. Надо будет мне в Сыктывкаре прожить 5 дней и дождаться четверга, чтобы получить оружие. Потом пока приеду, ну, если все нормально получится. Ребята хотели из города приехать тоже на рыбалочку сходить. В общем, дней 8, 9, а то и 10, возможно. Палки будут не проверены, и нежелательно, чтобы налим попал, уснул. Проверяем по-быстрому сегодня, что попало, снимаем урожай и оставляем палки так до следующей рыбалки. Приедем, насадим, тем более сейчас обещают большой снегопад, все засыпет снегом, я так думаю, сильно замерзнуть не должно. Вот такие вот планы у нас на данный момент. Ну пойдемте проверим. Вчера все свеженькими наживили. В принципе, надежда есть. Все-таки надежда на трофейного. Гостинцы-то надо. Как в столицу без гостинцев-то ехать, а? Я так думаю, налим крупный сегодня просто не должен. Он сегодня обязан попасть. Погнали, посмотрим, так ли это. Так, ну что, дотопали. Начинаем с глубокого участка. И сегодня будем проверять не по 3, не по 2, а по одной палке. Откопали, проверили, откопали, проверили. Потому что наживлять сегодня не надо. Проверка пройдет быстрее. Здесь у нас турма. Бастурма. Ну и есть крючок, на котором что-то сидит. Во. Вот, Янцкадан. Хорошее начало. Сразу налимчик. Под килограмм, наверное, где-то. Ну, грамм 800-700 где-то. А вот
Первая палка и сразу налим возле телевизора стоял. Вон бутылки мальки плавают. Наверное, приманили его. Ну, что-то там. Как я это дело не люблю в перчатках, это пипец. Первый пошел. Так, вторая палка. Начало было у нас хорошее. Посмотрим, какое будет продолжение. Продолжение у нас вроде бы тоже что-то есть. Натяжечка есть. Еще налимчик. Янцикадан. Чуть-чуть меньше. Чуть-чуть. Опа. Это что? Выползло. Ну, заглатывает до желудка. Из-за этого долго и не живут на крючке. Второй. Ну, если так дело пойдет, это будет очень хорошо. Так, третья палочка. Ну что, может еще один налим? Было бы неплохо. Не, здесь навряд ли. Тут начинается уже глубина, а на глубине налима нет. Пусто. Надо переставлять все отсюда. Да, так дело быстрее идет, когда наживлять не надо. Что-то есть натяжечка. Натяжечка есть. Это язь. Это второй. Вот такая красота. Два язя на одной палке. Один такой себе, а второй вон какой кабанчик. О, Янцикадан. Наживлять сегодня не наживляем, но те живцы, которые остались, пусть болтаются. Если что попадет, если что уснет, то собаки. Снимать живых живцов точно не будем. Так. Палка килограмм 15, наверное, весит. Так, что у нас? Есть натяжечка небольшая, есть. Что-то есть, что-то идет. Налимчик. Съедобный. Так. Самый вкусный размер. Нету большого крупного трофейного. Зато есть нежные молочные. Самые вкусные. Больше ничего не надо. Вот такие. Самый вкусный размер. Кто что будет писать, скажу заранее. Налим. Длина разрешенная в сантиметрах 35 сантиметров по правилам. Ну, блин, запуталась.
35 сантиметров. Сейчас вам покажу. Линейки с собой нет. Вот так вот по коме весит 20 сантиметров. Вот. От головы до жопы только 20. И тут спокойно еще вон. Где там? Тихо будь. Раз. Ну, два. 40 сантиметров, а не 35. Так что поехали дальше. Ну, если так дело пойдет дальше, то мы сегодня целые корыто домой увезем. О, что-то вроде натяжка есть. Нет, что-то небольшое. Что-то совсем небольшое. Что-то есть, но небольшое. Вот такой вот, хрен пойми, живец. Живец. Вот этот вот, может быть, сантиметров 30 и будет. Так что мы сейчас его отпустим. Вот так вот. Будет живцом. Отпустили. Пусть поплавает. Таких мы не берем. Такие выполняют роль живца. Крупный трофейный увидит его, хапнет. С него и весь спрос. Так, а здесь что-то у нас есть. Что-то тяжелое, походу. Так, крючок. Налим на маленьком крючке. Опа! Ха-ха-ха! Янцикадан! От Янцикадан! Красавчик! Я же говорю, сегодня должно нам повезти. Вот так вот. Трешечка железная, как минимум. На самый маленький крючок попал. Шевельнулся налим-то у нас. Шевельнулся. Янцикадан. Вот такая вот красота. Вот такая колбаса. О, вот это я понимаю улов. Вот это уже налим. Настоящий печорский вкусный налим. Янцикадан. Так. Заметили, да, налим появился, ясь пропал. Кстати, вода остановилась, даже немного начала падать. Буквально на на сантиметр где-то она уже упала. Позавчера еще прибивала, сегодня она уже упала где-то около сантиметра. Начала падать, теперь она быстро упадет. Так, это у нас что, живец? Пусть будет живец. Пусть болтается на трофейного. Через 10 дней приедем. Запомните, вот торчит чуть выше колена. Она будет торчать сантиметров на 30 больше. Вот эта палка, шестая от берега. Так, здесь у нас пошли уже бутылки с живцами.
И не только бутылки с живцами. Что-то там еще и есть. Опа. Язь. Вот такой красавец язь. Когда вы заметили, да? Налим начал ловиться, и язя стало меньше. То есть они как бы по очереди, что ли. Сначала язь шел, видать, стеной. Потом пошел налим. Язя заметно меньше стало. Хотя почему? Вчера поймали сколько? 17. Посмотрим, сколько сегодня будет. Вчера-то это улов за 3 дня. А сегодняшний улов это за неполные сутки. Суток еще не прошло с момента проверки у меня. И вон улов уже радует глаз. Предпоследняя палка второго участка. Тоже с баночкой, с живцами, с телевизором, так сказать. Посмотрим, клюнуло не что-нибудь на телевизор. Не хотят. И последняя палка дальнего участка, вернее первая от берега. И походу пусто. Пусто. Никто пока здесь не проплывал. Ладно. Оставляем. Топаем на первый мелкий участок. Фу, дотопали до первого участка. Начинаем. Может быть, если постараться, сегодня успеем по-светлому, без фонарика проверить. Сегодня начали чуть пораньше. Первая палка пустая. Теплынь на улице. Ничего не замерзло сегодня. Как видите, даже пешню с собой не ношу. Вон, если до этого я лунки засыпал, чтобы не замерзало, то сейчас вон, вчера даже не засыпал, ничего не делал. И вон, спокойно лопатой убрал корочку льда и все. Но это недолго. По прогнозу, после этого снегопада ожидаются морозы. Так что, если снегом все хорошенько накроет, то нам морозы не страшны. Ух ты, что-то там закрутило, замотало, что-то есть. Что-то есть. Это что-то вот такой вот язь. Накрутил, намотал. Ну, дождался, не ушел. Вот. Опа, так спокойно шел. Я думал, есть, нет там что-нибудь. Есть. Есть язентий. А притворялся, как будто ничего нету. Ну, вот янцкадан. +1. Так, давайте глянем на эту палку, кто повесился. А на эту палку повесился язь. Вот такой вот язь. И еще, а нет, все, один. Вот такой вот язек. Подросток.
И вот второй, смотрите, что сделали вторым живцом. Он пол малька кто-то откусил, дошел до крючка, говорит, дальше ешьте сами, с крючком мне не надо. Умный язь нынче пошел. Интересно, после поездки попадет что-нибудь? Нет? Да, конечно, попадет. Может, просто только если язь, то он должен, по идее, сорваться на лим. Может быть, подохнет. А может быть и нет, если за губу. Посмотрим. Если что, добро не пропадет. Есть собака. Собаке тоже кушать надо. Здесь была щука. Сейчас тоже вроде бы что-то есть. Да, что-то есть натяжечка. Но не такая, не щучья. Язь. Язёк. Дружок. Полезай в кузовок. Как-то быстро проверять, когда наживлять не надо и долбить не надо. Всегда бы так. Так, давайте посмотрим состояние реки Печора вот с такого ракурса. Он открыто здесь, открыто тут. И там километров 5 еще открыто, почти пол реки. Здесь полыня наша затянулась, закрыла, но ее сразу засыпало снегом без морозов. Это капкан. Так вот пройдет человек, бульк сразу провалится. Хоть на лыжах, хоть как. Потому что затянуло и сразу закидало снегом. Ну, у нас пошел нижний ряд. Сейчас посмотрим. Клюнуло, что-то здесь не клюнуло. Что-то есть. Что-то есть, что-то есть. Язёк. Язёк, дружок. И наш живчик крякнул. Крякнул, пойдешь собакам. Да. На пустые крючки-то уже мало что поймаешь. Ну, не все крючки пустые. Кое-что из мальков осталось. Так что вполне возможно, как приедем в первый же день, когда будем наживлять, мы уже будем с уловом. Посмотрим. Будет видно. Надеюсь, когда приедем с города, этой полыни уже не будет. Надеюсь, морозы сделают свое дело. Там что-то до 17 вроде бы обещают. И надеюсь, можно будет уже выйти на лед Печоры. С пешней, конечно же, аккуратно, на лыжах. Опасно, опасно. Очень коряво стала в этом году река. Смотрим дальше. Ух ты, а что так тяжело-то? Палка тяжелая, что ли? Или что там висит тяжелое? Палка тяжелая, но и что-то висит. Не тяжелый, но язёк, походу. Так, живец еще живой. Ну, что там, где-то там. Еще и облет зацепилась. Да, это язёк. И второй. Два язя. Думаю, что такое тяжелое? Раз. И два. Два крючка пустые и один вот такой живчик. Посмотрим. После поездки вторая палка возле полыни. Будет трофейный, не будет, глянем потом. Так, ну здесь есть что-нибудь? Нет. Думаю, язёк-то должен быть.
Натяжка вроде как есть, да, хорошая натяжка. Тоже язь есть точно. Или что там? Один крючок пустой. А на втором язь. Язенький. Он такой вот. Ну, смотри, еле-еле держался. Вроде бы и глубоко заглотил. А только первый раз дернулся и сразу крючок вылетел. Так что если бы в воде дернулся, также мог бы сорваться. Вот такие вот хитрые ези. Нормально. Вот вроде бы и тепло, и рыба хорошо ловится. Вот нравится мне такая погода. Еще говорят, рыба в морозы ловится туда-сюда. Так верно. Вон, когда она ловится. Опять почти полное корыто накидали. Еще есть несколько палок. Еще не вечер. Так, натяжечка здесь есть. Походу язёк. Пол малька перегрыз кто-то. Опа! Вот это да. Пол малька перегрыз кто-то. Вон кто грызет пол малька. Хариус. Хариус, друзья, нам повезло. Когда вчера не было, сегодня клюнул. А, сразу запах какой. Вон, на такой вот здоровенный, толстый крючок. А мы его ловим там на мормышку, леска там 0,16, 0,14, 0,12. Тут леска вон 0,6. Здоровенный налимовый крючок. И он не стесняется, хапает, малька заглатывает до самой задницы, блин. Значит, у рыбы аппетит есть. Не зря Григорьевич говорит, рыба ловится хорошо, и пока ловится, будем мы ее ловить. Да? Вот наше хранилище мальков. Посмотрим, дергает, не дергает, стоит, нет, да, нет, что-то даже есть, стоит, что-то даже клюнуло нам, что-то даже клюнуло, это вот такой вот язь клюнул нам, вот такой вот язь вот клюнул возле хранилища, пришел телевизор посмотреть, все перепутал, деловая колбаса. Ладно, потом распутаем как-нибудь. Ну вот, еще плюс один. Корыто, улов в корыте потихонечку растет. Все, повалил снег. С одной стороны, это даже очень хорошо. Лунки сейчас засыпет все. Потом, если ветерок будет, все заметет. И через 10 дней, допустим, мы приедем, или там через сколько получится, через 8, и наши луночки не промерзнут, и мы без особых усилий их выдолбим. Потому что если капитально снегом засыпет, то не страшны будут этим лункам никакие морозы. Вот так вот сегодня у нас самая быстрая проверка у нас сегодня. Во-первых, не долбим пешней. Во-вторых, не насаживаем, не наживляем. Просто снимаем урожай и все. А урожай немножко есть. Немножко созрело. Здесь тоже что-то есть.
живец. Вот. Думаю, не меньше обычного мы сегодня накидали. По весу так точно. Налим здоровяк сделал погоду. А эти пусть болтаются. На трофейного. Что-то есть. Малек с откусанной башкой опять. Мелкий, блядь. Охуенно, пусть болтается. Что-то на этот раз верхний ряд вообще не радует. Кончилась рыба на этом месте. Хотя начало было интересное. Вон осталось 2 палки. Две палочки. Лед здесь вообще не замерзает, потому что течение, перекат. Как бы за 10 дней не открылось здесь по новой. А то сейчас под снежной шубой замерзать не будет, а снизу будет вымывать. И как бы вполне возможно здесь будет полыня по новой. Не дай бог. Так. Пусто. И осталась последняя палка возле берега. Скорее всего, тоже думаю, что пустая. Потому что если ловится на каком-либо месте, там ловится. По одному, по 2 язя, по одному, по 2 налима. Мы, конечно, эти места запомнили. Если что, по приезду можно будет там сконцентрировать эти палочки. Если, конечно же, ловиться дальше так будет. Может, мы приедем, уже глухозимье начнется. Ну, последняя палка на сегодня. Та-дам! Пусто. Живец. Никто его не ест. Вот. Как-то вот так. Ну, а подведение итогов давайте лучше подведем там, возле буксировщика уже дотопаем. Сегодняшний улов и общий улов за 2 дня. Потопали. Сегодня, как мы видим, закончили даже по светлому, без фонарика. Пораньше начали, не замерзло 2. И не насаживали, не наживляли ничего. 3 фактора, и все легко и быстро. Даже практически не устали. Все. Потопали к ураганчику нашему. Ну вот, наконец-то мы и дотопали до нашего урагана. И вот наш сегодняшний улов. Вот такой здоровяк. Килограмма, я думал, на 3, но он больше 3, наверное. Ближе к 4, наверное. 3700, я так скажу. Может быть, я ошибусь, но дома взвесим обязательно. 3 налимчика поменьше, где-то по 600-700 грамм, наверное. 1 дрищ-пакет. И 1 хариус. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 азей. С вчерашним уловом будет у нас вот такая красота сейчас. Вот такая вот могучая кучка сейчас будет. Скоро будет, придется побольше сани брать, а то в корыто уже не влезает, если 2 дня рыбачить. Это вон получается, грубо говоря, 1, ну, четверть корыта по-любому уже есть. А если
А если 4 дня рыбачить? Полная корыто рыбы, представляете, да? Ну а теперь долгая и муторная переработка дома. Ну пока все. Спасибо за внимание. Сейчас будет перерыв. Не говорю небольшой, потому что еще сам не знаю, сколько он продлится. Может быть неделю, а может быть и больше. Посмотрим. В общем, по приезду, надеюсь, этой воды уже не будет. Все будет подо льдом. Так что до свидания, Печора. До свидания, все друзья мои на канале. И до новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. Ну вот мы и дома. И как я вам обещал, сейчас будет произведено контрольное взвешивание. Нет, не всего улова. Не всего этого улова. Просто весы не выдержат, наверное. А того крупного налима, которого я сказал, что он будет весить не меньше 3,5 килограмм. Щукой я ошибся. С наливом могу тоже ошибиться. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, весы по нулям. Так, где-то он был у меня. Где-то он был у меня здесь. Даже окунь он сегодня попался, видишь? Налим. Налим. Вот он. Вот такой вот налим. Я так думаю, 3,5 он весить должен. Так. По нолям. Лишь бы губа выдержала. Глаз алмаз 3,505. На рыбалке у меня весов не было. Я поднял его и сразу сказал вес. Так что с налимом глазомер у меня работает. 3,505. Так что с налимом я угадал. Щукой, да. Щуку я... Мне она показалась, что больше. Показалось, что тяжелее. Щукой не рассчитал. А с наливом тютелька в тютельку. Так что как-то вот так. А так, корыто, я так думаю, ну, килограмм, наверное, не знаю. 30, наверное, по-любому есть. Вот. Как-то вот так. Теперь точно. Всем пока. До свидания. До новых встреч на канале Коми Рыбак.